День знаний сегодня отмечали не только в школах, но и в средних, специальных и высших учебных заведениях. Первокурсников встречали и в пожарно-спасательном колледже Сунджи. К изучению основ сестринского дела, педагогики и навыков спасателя приступили около 200 студентов. Подробности у Даны Плиевой. Будущие пожарные, медсестры и педагоги. Сегодня во дворе пожарно-спасательного колледжа собралось около 200 первокурсников. Совсем скоро они вступят под своды этого здания, постигать азы выбранной профессии. С волнением и трепетом начала учебного года ждала и Мария Мархиева, будущая медсестра. Изначально она мечтала стать журналистом, но в конце 11 класса изменила свое мнение. У меня отец сам остеопат, и он очень хотел, чтобы я пошла по его стопам. И поэтому он меня как бы попросил пойти в медицинский. Я очень хочу, чтобы ты пошла как бы по моим стопам, так как у меня сестры все учителя, династии учителей, так скажем. И поэтому как-то, да, вот папа наставил меня на этот путь, чтобы я поступила, стала таким достойным человеком, чтобы смогла спасать людей. Школа позади. 3 насыщенных года в стенах колледжа и много свершений на новом профессиональном поприще. Вот на что настроены эти ребята. С приветственным словом к будущим студентам обратился и директор колледжа Муса Мархиев, пожелав успехов в учебе. Девиз нашего колледжа – спасение людей, достоинство отважных. Я желаю вам, студенты, будущие выпускники, быть отважными, смелыми и спасать людей в любых экстремальных ситуациях. Для этого мы вас учим, для этого вас мы готовим, и для этого вы нужны нашей республике и Российской Федерации. Пожарно-спасательный колледж ежегодно выпускает десятки высококвалифицированных специалистов разного профиля, которые трудятся на благо республики. Среди них и Мария Зангиева. Закончив сестринское дело на отлично в прошлом году, девушка работает фельдшером в одной из назрановских больниц. Первый год учиться очень сложно после школы, поэтому я бы им хотела пожелать силы и терпения. Чтобы закончив все колледж, они трудоустроились. Выпускники наши не требуют большего от преподавателя. Они в основном требуют большего от себя. Они ищут дополнительный материал, когда приходят домой. Благо есть интернет у всех. Ищут дополнительный материал и занимаются сами. Нет сомнений в том, что практическая деятельность в колледже поставлена на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что колледж с каждым годом развивается, и это способствует тому, что студенты показывают хорошие результаты как на соревнованиях, так и когда трудоустраиваются. Со следующей недели для выпускников начнется новая череда учебных будней, где ребят ждут свои успехи и трудности. Дана Плиева, Тимур Карахоев, Новости 24.